ЮАСАУС на русском, и в этом блоке мы будем говорить с адвокатом Николаем Полозовым. Николай защищает крымских татар, которых в большинстве своем политических заключенных, и тех, кого преследуют по политическим мотивам, один из его подзащитных. Первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял сегодня в 78-ю годовщину депортации крымских татар о Наримане Джиляле вспоминают почти на всех площадках. Вы видели сегодня включение из Берлина, вы видели включение из Гданьска, вы видели включение из Стамбула, и во всех этих регионах, не говоря уже о Киеве и в самом Крыму, вспоминают о Наримане. Нариман – лидер крымских татар в оккупированной части, на полуострове. Уже 250 дней находится за решеткой, и его пытаются осудить к 19 годам заключения, если этот режим продержится такое время, во что, конечно, никто из нас не хочет верить. Николай, вам слово. На какой стадии вообще дело против Наримана? Как вы оцениваете шансы разрушения режима в ближайшее время и освобождения Наримана? Да, Осман, здравствуйте. Ну, что касается дела Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых, я напомню, что помимо непосредственно самого Наримана на скамье подсудимых еще Асан и Азиз Ахтемовы, которых обвиняют тоже в совершении диверсии. На данной стадии доказательства представляет сторона обвинения. Уже по делу были допрошены 3 засекреченных свидетеля, которые дали абсолютно ложные показания. Совершенно очевидно было, что они фактически не смогли ответить ни на один вопрос защиты, который касался реальных обстоятельств, а вопросы, которые были опасны для обвинения, суд попросту снял. Кроме того, был допрошен представитель воинской части, которая, собственно, на основе которой и строится обвинение в диверсии, в подрыве обороноспособности России. В этой части очень интересно то, что из этой части должны были быть допрошены 2 военных свидетеля. Они были допрошены на предварительном следствии, но на суд пришел 3-й. А что касается предыдущих, то выяснилось, что они просто погибли во время проведения спецоперации. То есть вся эта часть, она по большей части потеряла. Прислали просто политрука, который ничего внятного сообщить не смог. И обвинение будет продолжать представлять доказательства 24 мая. Ну, что касается итогов этого суда, то все идет к тому, что приговор будет обвинительный, и не потому, что Нариман и братья Ахтемовы что-то действительно совершили. Нет, это политический заказ. Суд играет здесь на стороне обвинения, на стороне ФСБ. И они вынесут приговор, абсолютно не моргнув, обвинительный, потому что это те же судьи, которые в свое время судили другого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза. То есть проверенный состав судей. Что касается, держится ли режим до этого времени, мы все надеемся и верим в победу Украины, потому что поражение в этой войне для Кремля будет означать однозначный крах, и мы ждем этого краха, мы ждем освобождения Крыма и возвращения украинских политзаключенных, крымских татар домой к своим семьям в свободный Крым. Пока, Николай, не прерывайтесь, я попробую. Я еще этого не делал, сохраняя вас на прямой связи. Нет, к сожалению, не получается. Давайте продолжим. Мы хотели поговорить в контексте еще дел Хизб ут-Тахрир и ФСБ, действий судей, которые пытаются сейчас принимать решения, такие, знаете, которые не сильно ударят по ним в ближайшее будущее, понимая вообще, что происходит. Разрушение режима, эти оценки в 2 года. Мы видим, в принципе, что украинские войска могут наносить такие удары, которые уничтожают российские флагманы, российские боевые части. И такое ощущение, что Украина не спеша освобождает территории, то ли из-за того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, то ли чтобы изматывать Россию сильнее в этой войне. Но мы видим, что на самом деле, несмотря на то, что оккупированные украинские территории, победоносной выглядит украинская армия. Так. В связи с этим возникают политические вопросы. Это не принятие закона о статусе крымско-татарского народа, который отложен. Забывание темы опять автономии. Отсутствие встречи между Мустафой Джемилевым сегодня и Зеленским, которая должна была бы состояться и отложена. И постоянное апеллирование к тому, что люди гибнут на части, хотя парламент собирается для решения даже бизнес-вопросов достаточно на части без обговорень. Поэтому давайте, мы не разрушаем этим государство Украина, но мы имеем право, как в свободной стране, критиковать как его президента, хоть он главнокомандующий, так и парламент, и парламентские силы.
опять, когда это доходит до крымских татар, не то время, не то место, не тот президент. В течение 30 лет об этом мы уже слышали. Не та пандемия. Всегда есть причина, по которой законопроекты, связанные с крымскими татарами, откладываются. Как вы считаете, война и гибнут люди, тот ли аргумент, чтобы не принимать законопроекты, которые наработаны по 30 раз уже давно? Статус? Ну нет, конечно, конечно, не аргумент. Конечно, мы видим действительно, что на протяжении всей независимости, всего срока независимой Украины, постсоветской, крымские татары были приемными детьми этой страны, к сожалению. Вот такое было ощущение, когда возвращались из мест депортации, фактически приходилось занимать голую землю, потому что никакой поддержки не было, и дальше все происходило со скрипом. Да, приняли закон о коренных народах, это очень хорошо, но сколько на это ушло времени? Почему сейчас? Ну, понятно, почему сейчас власти занимают такую позицию, да, идет война, это все сложно, но я полагаю, что позиция крымских татар, которые на протяжении 8 лет оккупации фактически в таком моральном смысле удерживали Крым украинским, не дали сотвориться мифу российскому о том, что в Крыму стопроцентная поддержка России, я думаю, уже это заслуживает какого-то особого отношения со стороны украинской власти. Потому что до настоящего времени вся украинскость Крыма, она держится только и исключительно на позиции крымских татар, которые ценой своей свободы, иногда ценой своей жизни защищают эту позицию. Они же не сказали, мы хотим быть с Россией. Да, есть там горстка коллаборантов, которые, выражают такую позицию, но это абсолютно ничтожное количество людей. Подавляющее большинство крымских татар на 9-м году оккупации придерживаются позиции целой, единой, неделимой Украины вместе с Крымом. И освобождение Крыма тоже будет происходить во многом благодаря их позиции. И вот из этого мне сегодня в разговоре с лидером крымско-татарского народа, с Мустафой Джемилевым, приходилось вместо репортерства заниматься адвокацией тех крымских татар, которые живут на полуострове, которые его не покидали, и которые, конечно же, ненавидя Россию, со скепсисом относятся к тому, что происходит в Украине в отношении Крыма, тех непонятных телодвижений, которым всегда оправдывает любая украинская власть, не решение многих вопросов, не решение на законодательном уровне. И я задал вопрос, который мне совсем непонятен как репортеру с 25-летним опытом. Что мешает Украине сделать даже символические шаги, как изменение топонимии? В Украине о деколонизации говорят все уже. Бывшие ОПЗЖшники тоже заговорили о деколонизации. Но когда доходит о деколонизации названий Симферополь, Севастополь, Евпатория, все, что было придумано псевдогреческое, я подчеркиваю псевдо, потому что крымские татары с уважением относятся к греческим названиям Семиис, Кориис, Фарос, Айпетри. Это десятки реальных греческих названий, которые были в Крыму столетиями и тысячелетиями. Но Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия — это то, что было придумано Потемкиным с Екатериной, который Павел I потом изменил опять на Акмизжит, Акьяр, Кефей, Кезлев, сын Екатерины. И не говоря уже о той массовой изменении сел, поселков после 44-го, 45-м, 48-м годах. Вот что мешает Украине одним постановлением, это даже не закон и не изменение Конституции, одним постановлением изменить, без спекуляции о теме референдума. Не референдумом эти названия менялись, не референдумом там происходили геноциды и замещение коренного населения на другое. Поэтому такие вещи решаются как и реституция, не референдумом, а возвращением. Ну, как юрист, адвокат, вы можете подсказать мне, как этот процесс называется, но не референдумом это делается. Что мешает? Нет, это принимается на законодательном уровне. Мешает очень просто, я скажу, это атовизм коммунистического прошлого. Это то, что еще не, скажем так, не пережито, не понято, не профрустрировано. Это тот процесс декоммунизации, который еще не завершен. В самой Украине, в самой Украине он не завершен. В самой Украине, да. Именно. Да, эти процессы, они идут уже какое-то время. Но, как мы видим, Крым всегда на вторых, на третьих ролях. И, безусловно, то, что происходит непосредственно на материковой части Украины, должно коснуться
и самого полуострова. Поэтому я уверен, к этому придут. Но, безусловно, эту тему надо будировать в средствах массовой информации, это надо лоббировать в коридорах власти, об этом надо говорить, чем, собственно, вы и занимаетесь. Спасибо, это был Николай Полозов, и не был, и есть Николай Полозов, российский, украинский, международный, крымско-татарский, крымский, все что угодно, адвокат в основном по политическим делам, задача которого в условиях деспотии в России не столько, наверное, даже быть в дебатах, в том, чем занимаются адвокаты, в дебатах с прокурорами, да, в равных дебатах, а доносить позицию своих подзащитных, доносить информацию о них, не дать быть забытыми этим людям, не потеряться им в этих казематах и репрессивных машинах, машине нынешней путинской России, доносить миру. Фактически это GR и PR работы адвокатов, связанная очень со сложными юридическими процессами, особенно с Крымом, который вдвойне сложный из-за его статуса. И вот эта работа адвоката Николая Полозова, которого мы постепенно просим комментировать не только правовые, но, скажем так, политико-правовые, а часто очень и политические темы касательно Крыма, крымских татар и их будущего в составе независимой и освобожденной от российской оккупации Украины. Спасибо, Николай, за то, что принимали участие в этом эфире. Спасибо, Осман.